Бүгін сіздермен заңсыз әкізілетін өнімдерді анықтау жөніндегі жұмыстың нәтижелері туралы мәселесін талқылаймыз. Талқыламас бұрын ең алдымен Мемлекеттік кірістер комитетінің парақшасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Спикер бізде бүгін әкімшілендіру департаментінің әкімшілерді әкімшілендіру басқарма басшысының орынбасары Жұмағалиев Мухит Серғазыұлы, модератор мен Калменова Гүлжан, Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі. Добрый день, уважаемые подписчики, а также зрители прямого эфира. Сегодня мы будем говорить о результатах работы по выявлению нелегальной подакцизной продукции. Сегодня мне в этом поможет наш спикер, заместитель управления администрирования акцизов департамента налогового администрирования Жумагалиев Мухит Серғазиевич. Модератором выступлю я. Мухит, здравствуйте. Сегодня, насколько я знаю, вот буквально недавно вы провели уже итоги по работе под акцизными товарами. Поделитесь, пожалуйста, вашей работой, что нелегального получилось выявить, какие результаты. Добрый день. Хотел бы остановиться, во-первых, это по линии акциза, поступление налогов, наша проделанная работа за год по линии акциза. Если подойдем к исполнению прогнозных показателей, по итогам 2024 года план по акцизу исполнен на 99,6%. При прогнозе 848 миллиардов тенге бюджет поступило по акцизам 845 миллиардов тенге. Или больше по сравнению с прошлым годом на 4,70 миллиардов тенге. Или 100,60% мы перевыполнили темп поступления. В рамках поступления данной работы нами проводится всесторонняя работа по изысканию дополнительных резервов также. По итогам 2024 года план поступления по доп. Резервам нами обеспечено на 13 миллиардов 700 миллионов тенге. Или мы перевыполнили план по сравнению с прошлым годом на 1700%. Если мы в 2023 году всего доп. Резерв собрали по акцизам 800 миллионов тенге, то в этом году мы собрали в 2024 году 13 миллиардов 700. В рамках данной работы по изысканию дополнительных резервов нами проводится ежедневная работа. Это по информационным системам, где у нас сопоставляются сопроводительные накладные, декларанты. Но в рамках этой работы нами выставляются уведомления по нарушениям. На сегодняшний по итогам 2024 года нами по камеральному контролю выставлено было 178 уведомлений на сумму акциза 7 миллиардов 200 миллионов тенге. По итогам 2024 года из 178 уведомлений нами исполнено 118 уведомлений, где начислено было 6 миллиардов 200. По итогам 2024 года в бюджет поступило по результатам уведомлений 4 миллиарда 200. То есть 84% мы подтвердили нарушения, которые выставили по уведомлениям камерального контроля. Далее в рамках данной работы нами в целях противодействия теневому обороту подписана также, здесь сообщу, дорожная карта совместно с Агентством финансового мониторинга и Комитетом государственных доходов, где целью является это аналитическая работа финансово-хозяйственной деятельности плательщиков. Второе — это проведение совместных мероприятий по выявлению нелегально подакцизной продукции. И третье — это совместная работа по осуществлению контроля на границах в рамках ЕАЭС. В рамках данной работы, в рамках дорожной карты, ежегодно Комитетом государственных доходов в результате проверочных мероприятий, направленных на контроль соблюдения законодательства в области производства, хранения, транспортировки, реализации, учета подакцизных товаров, по итогам 2024 года нами, Комитетом государственных доходов, по направлению выявлены следующие работы. Это по алкогольной продукции нами проведено 2462 проверочных мероприятий налогоплательщиков, реализующих алкогольную продукцию, где нами выявлены нарушения, где изъято 1 916 000 литров алкогольной продукции, что в 3 раза больше мы выявили нарушений, чем в 2023 году. К примеру, только в городе Алмате у одного реализатора алкогольной продукции мы выявили 151 000 литров алкогольной продукции. По направлению табачные изделия. Табачные изделия у нас выявлено в 2024 году 116 нарушений, фактов реализации без документов. Это мы уже там изъяли уже 16 миллионов 600 пачек, или на 17% больше мы изъяли в 2024 году, чем в 2023 году. По направлению нефтепродуктами. По нефтепродуктам у нас выявлено 480 фактов реализации нефтепродуктов без документов, то есть это теневой оборот в объеме 34,5 тысяч тонн нефтепродуктов, или на сумму нарушений на 7 миллиардов 900. Также уже на сегодняшний день по решению суда у нас конфисковано на 571 миллион тенге, остальные материалы находятся у нас в суде. К примеру, только в Алмате выявлен факт на 1800 тысяч тонн авиакеросина, где это продавали без документов. На сегодняшний день конфисковали это авиакеросин и
бюджет вернули 738 миллионов тенге. Аналогичный случай у нас и в Костанайской области было, что мы выявили 4427 тонн дизельного топлива на сумму 1 миллиард 181 миллион тенге. На сегодняшний день данная работа у нас находится на контроле у руководства Комитета госдоходов, и в данном направлении работа продолжается работа совместно со всеми правоохранительными органами. В принципе, вкратце у меня по работе, по выявлению такие цифры. Спасибо, Мухит Сергазевич. В принципе, очень такой, я считаю, что насыщенный цифрами, данными отчет получился. Благодарю, что поделились. Теперь давайте перейдем к вопросам. Расскажите, вот, а какие у нас изменения? То есть, насколько я знаю, что с 1 января 2025 года у нас действуют минимальные розничные цены на сигареты с фильтрами, без фильтров. Это очень часто задаваемый вопрос с 1 января. Да, в Казахстане с 1 января 2025 года вступили в силу изменения, касающиеся регулирования минимальных розничных цен на табачные изделия. В частности, для сигарет с фильтром на сегодняшний день установлена цена за одну пачку сигарет 870 тенге. Если дальше пойдем, также есть минимальная розничная цена на водку и крепкие ликеры, водочные изделия, это 2100 тенге на 1 литр. И также коньяк и бренди, на коньяк и бренди на 1 литр 3110 тенге. Таким образом, нововведение направлено на поддержку нашего рынка и защиту потребителя от продукции, который может предоставлять угрозу жизни человека. Вот такие минимальные розничные цены на сегодняшний день установлены в 2025 году. Спасибо. Также вот не менее актуальным вопросом у нас остается, это какие товары подлежат маркировке у нас в Республике Казахстан? На сегодняшний день данная тема, конечно, по маркировке у нас очень актуальна. Обязательно маркировки товаров на территории Республики Казахстан у нас с 2020 года. Это у нас сигареты. С 1 октября пошли уже сигареты маркироваться. С 2021 года у нас другие табачные изделия. Это кальян, сигары, стики. С ноября 2021 года это у нас обувные товары. С 1 июля 2025 года это лекарственные средства. Также здесь хотелось бы добавить, что на сегодняшний день идут пилотные проекты по маркировке алкогольной продукции. Также пива и пивоварочных изделий. Все, спасибо. А какой вот основной документ проверяется, либо вот контролируется за движением подакцизных товаров? Ну, на сегодняшний день документ, осуществляющий контроль за перемещением подакцизных товаров, это является сопроводительная накладная на товары, подлежащие оформлению. При перемещении именно подакцизных продукций нормы по оформлению данного документа реагируются статьей 176 Налогового кодекса на сегодняшний день. Все, спасибо. А есть ли какие-то ограничения вот, по видам деятельности? Вот на какие виды деятельности выдаются разрешительные документы по алкогольной и табачной продукции? И, конечно, кем они выдаются? Ну, в соответствии с законами Республики Казахстан о государственном регулировании на сегодняшний день производство и оборот этилового спирта у нас в Республике Казахстан осуществляется на основе лицензий, выданных уполномоченным органам. На производство у нас выдается уполномоченным органам, то есть на производство алкогольной продукции и табачных изделий Комитетом государственных доходов, а реализация оптовой и розничной торговли уполномоченным территориальным органам, то есть это Департаментом государственных доходов по регионам у нас выдается. Спасибо. Так, следующий вопрос у меня это какие способы обеспечения имеются у импортеров при ввозе алкогольной продукции на территорию Республики Казахстан и куда они оплачиваются? Обязательства импортеров в целом используются учетно-контрольные марки при импорте товаров. Да? Они у нас оплачиваются территориальности подразделений уполномоченного органа по областям. Это территориальность Департамент госдоходов, Управление государственных доходов республиканской столицы, а также любыми способами. То есть есть 3 способа оплатить. Это банковской гарантией, поручительством, либо залоговыми имуществами. Есть ли еще что вы хотели бы добавить нашим зрителям? Ну, здесь бы хотелось бы добавить по маркировке сигарет на сегодняшний день, который немаловажный вопрос, по выводу сигарет, чтобы наши розничные торговцы, предприниматели выводили сигареты и участвовали в маркировке данного проекта, пилотного проекта, активно, чтобы участвовали в пилотном проекте. Дальше, потому что будет не только сигареты, дальше будет и алкогольная продукция, и пивоваренная продукция, который на сегодня идет пилотный проект. У нас немаловажный вопрос, который именно это вопрос касаемо по выявлению нелегальной продукции, для чего и делается прослеживание маркировки данных товаров, подакцизных товаров. Все, Мухит Сергазевич, я благодарю. В принципе, вы очень содержательно нам все рассказали, на все вопросы ответили.
И я думаю, что если будут какие-то дополнительные вопросы, наши зрители могут по данным сохраненным эфирам задать, и мы непременно постараемся ответить. Всегда готовы. Спасибо большое. До свидания.